Тариел Ампар – известный абхазский художник, живописец, график. Он относится к поколению художников 70-х годов прошлого века. Тариел – удивительно интересный художник, который в своих работах всегда обращался к своей исторической памяти. Но это всегда работы, которые не иллюстрация каких-то исторических событий, не реконструкция, а скорее всего свое отношение к этим событиям. Это притчи и новеллы, которые существуют на стыке мифов, на стыке историй, на стыке своих каких-то глубоких переживаний. Сегодня представленная здесь работа Тариела Ампар, его серия «Махаджиры», она основана на сюжете исторического романа Баграта Шинкупа «Последний из ушедших». Тариел Ампар создает эту работу под впечатлением этого романа. И удивительно, что язык литературный Баграта Шинкупа и язык художественный Тариела Ампар удивительным образом сплетаются и сочетаются, потому что это образы, это обрывки памяти, которые всплывают в рассказе самого героя главного романа Зурган Зулака. Вообще тема махаджирства в историческом жанре таком во второй половине XX века получила очень большое развитие в творчестве абхазских художников. Только в нашей картинной галерее представлено несколько полотен. Одна из них – многофигурная, сложная композиция Сергея Габеля, в которой вся драматургия насильственного переселения целого народа. Или другая работа современника Тариела Ампар Виталия Лакарба. У него махаджиры – это условное изображение нескольких фигур, которые лишены абсолютно какого-то предметного мира, какого-то пространства. Именно так он передает ощущение людей, которые потеряли абсолютно все. Тариел Ампар, как художник в своем диптихе «Махаджира», он идет своим путем. Его образы – это образы, рассказы Зурган Зулака, который абсолютно все теряет. Он через историю своей жизни рассказывает про судьбу, про исчезновение целого народа. Столетний Зурган Зулак, который отличается могучим здоровьем и прекрасной памятью, рассказывает своему гостю все то, что случилось с ним, с его семьей. И первая часть диптиха Махаджиры отсылает нас к главе романа «Горсть земли», в которой главный герой рассказывает про последний день, который они с семьей проводят в своем родном доме. Весь следующий день наша семья провела в сборах, и накануне дня, назначенного для переселения, никто из нас всю ночь не спал. Мы уже сложили все, что брали с собой в дорогу, и сидели молча у своего очага, который горел в последний раз. Отец запретил матери плакать, считая, что слезы могут принести несчастье перед уходом в дальний путь, так же, как перед уходом на войну, но мать не могла удержаться. В первой части работы Тариела Ампар мы видим фигуру мужчины и женщины. Вся композиция построена на контрасте. Мужчина в глубоких раздумьях. В контраст ему фигура женщины, которая абсолютно безутешна в своем горе. И вокруг абстрактное такое белое поле. И мы видим условное изображение домашнего очага. Вообще очаг как центр семьи, центр жизни и место какого-то особенного сакрального значения проходит через весь роман. Главный герой рассказывает: «Ни один убых не сможет себе представить жилого дома, в котором не было бы очага. Он как святыню почитал огонь, и огонь никогда не гас в очаге. Страшнее не было проклятия, чем слова «пусть твой очаг провалится». И казалось, что впрямь это проклятие кто-то обрушил на головы всех убыхов, и оно исполнилось». Между двумя частями одной работы мы видим очень большой промежуток времени.
Художник дает нам возможность или читателю, или зрителю выстроить самому всю ту цепь событий, которая произошла между первой и второй частью. Если в первой части мы видим еще живых людей, их лица, их эмоции, то во второй части это уже не люди, это уже какой-то оттиск памяти, барельеф. Либо это время, которое наступило позже, либо это время метафизическое. И Тариэл Ампар очень любил работать в технике автолитографии. Она давала ему возможность недосказанности, то искусство намека, ту условность, которую давала эта техника художнику, она дает ему возможность именно во второй части диптиха создать такой вот абсолютно художественный такой монтаж, где на фоне двух развернутых в абсолютно противоположную сторону два профиля на фоне воспоминаний. Мы видим два профиля. Это символ людей, чьи взгляды не пересекутся. Это дороги, которые не встретятся. Это символ людей, которые абсолютно дезориентированы в том мире, в который они попали, в ту страну, в ту враждебную для них среду и совершенно другую культуру. Два женских профиля во второй части диптиха – это скорее уже не люди, это такой оттиск памяти. Вообще надо сказать, что образ женщины в творчестве Тариэла Ампар очень интересный. Особенно это видно в его работах «Женщины из Калдахвары», в его серии «Оплакивания». Его женщины – это не олицетворяют хрупкую красоту или эфемерность. Это всегда очень сильные, волевые, самодостаточные женщины. Такие женщины всегда их образ помещает в какие-то очень сложные исторические события. Это женщины, которые провожают на войну своих мужей, воспитывают детей, собирают урожай и, самое главное, сохраняют тепло домашнего очага. Вполне возможно, что та какая-то очень особенная связь, которая у него была всю жизнь с матерью, с очень сильной и интересной женщиной, все эти образы нас отсылают именно к ней. В 1982 году прошла персональная выставка Тариэла, к которой он очень долго готовился. Вместе с другими сериями была представлена его работа «Махаджиры». В том же году она попадает в Государственную картинную галерею. Тариэл был очень скромным человеком. Когда ему предоставили слово, он сказал, что здесь представлены все его работы, которые скажут о нем гораздо больше, чем он сам. И хотя Тариэла Ампар уже много лет нет с нами, но его работы, которые хранятся в галереях, в музеях, в семье художника, до сих пор рассказывают о том, какие у него были творческие поиски, какие были вопросы и ответы.